районной администрации состоялось заседание Совета муниципального района Сосногорск 6-го созыва. Депутаты обсудили различные текущие вопросы. Начальник финансового управления Светлана Кудрявцева рассказала об изменении основных параметров муниципального бюджета в 2022 году. Основной объем доходов связан с увеличением финансовой помощи из республиканского бюджета – более 60 миллионов рублей. Целевые средства у нас поступают на оборудование участка зимней автомобильной дороги в размере 39,5 миллионов рублей. 10,2 миллиона мы получаем на реализацию мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме того, мы продолжим участие и получим средства на это в реализации народных и национальных проектов в размере 7 миллионов 899 тысяч рублей. Начальник управления ЖКХ Виктория Гоголева выступила с предложением утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов. Начальник ОМВД России по Сосногорску Дмитрий Матвеев представил информацию о результатах оперативно-служебной деятельности отдела за 2021 год. Общий массив зарегистрированных преступлений снизился на 11,2%. За отчетный период зарегистрировано 11 639 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что на 6,9% ниже предыдущего года. В прошлом году эта цифра составляла 12 497. Снизилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 40%, с 10 до 6, в том числе на бытовой почве на 75%, с 8 до 2. Краж чужого имущества на 9%, с 250 до 227. В том числе краж автомашин с 1 до 0. Всего за время заседания депутаты обсудили 7 вопросов. Решения по каждому из них были приняты. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В рамках празднования Дня местного самоуправления для школьников муниципалитета прошли парламентские уроки. Ребятам рассказали о формировании органов местного самоуправления на примере Совета городского поселения Сосногорск. Кроме этого, старшеклассники узнали о работе территориальной избирательной комиссии. Ежегодно территориальная избирательная комиссия совместно с депутатами городского поселения Сосногорск проводит классные уроки для учеников старших классов в рамках празднования Дня местного самоуправления. Мы рассказываем ребятам о избирательных правах, о стадиях избирательного процесса, о том, как стать депутатом городского поселения, чем занимается совет, какие полномочия исполняют депутаты. Отрадно видеть, что ребята проявляют интерес к этой теме. Участие в уроках приняли и сосногорские депутаты. Народные избранники рассказали школьникам о полномочиях органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, о том, как устроена исполнительная и законодательная власть в нашем городе, о правах и обязанностях, возложенных на депутатов. Донесли как раз, у нас был 10 класс, донесли 10 классу то, что это в первую очередь, в чем заключается местное самоуправление, это все зависит от граждан. То есть все проблемы, которые существуют, все пожелания и для развития Сосногорска все зависит от людей. То есть мы прислушиваемся, смотрим все эти проблемы, проговариваем, решаем вопросы по развитию как раз города для улучшения как раз качества жизни. Они будущие избиратели. Да, вот мы сейчас будем с вами в 11 классе, это ребята, которые некоторым уже из них исполнилось 18 лет, кому-то исполнится в самое ближайшее время, то есть это люди, которые в самое ближайшее время пойдут на выборы, будут делать свой выбор, да, осуществлять, и может быть кто-то из них захочет стать депутатом, потому что с 18-летнего возраста уже можно стать депутатом органов местного самоуправления. Поэтому я думаю, что наш сегодняшний разговор будет для них очень полезным. В ходе уроков у ребят возникло немало вопросов. Старшеклассникам было интересно, как формируются избирательные округа, какое образование должен иметь кандидат в депутаты, как распределяются обязанности народных избранников и многое другое. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Накануне майских праздников члены Сосногорской районной организации ветеранов провели пленум, на котором подвели итоги работы за прошедший год, а также наметили планы на будущее. Как рассказала председатель организации Ольга Корякина, основным направлением работы стала проектная деятельность. С 2018 года было написано 10 проектов, 6 из которых успешно реализованы. Общая сумма средств, которую нам удалось привлечь в организацию, составила более 1 миллиона рублей.
Считаю, что результаты в проектной деятельности говорят сами за себя. Эту работу, безусловно, надо продолжать. Еще одно важное направление работы – проведение мероприятий, позволяющих ветеранам и пенсионерам вести активный образ жизни. Так, например, в Сосногорском районе уже несколько лет реализуется муниципальный проект «Активное долголетие». В рамках проекта большое количество объединений по самым разным направлениям и интересам. Количество таких творческих коллективов в районе 27, в том числе 14 хоровых, 3 танцевальных. В библиотеке имени Рочева работают 3 клуба, в Центре социального обслуживания 2 клуба. Есть кружки изобразительного искусства в гимназии, в школах искусств Нижнего Одесса и Сосногорска, литературные и поэтические объединения, мастерские прикладного искусства и историко-краеведческого направления. В поселках чаще всего при досуговых центрах занимаются ансамбли и кружки. В городе успешно действуют тоже ансамбли и хоры, в том числе народный хор ветеранов, казачий хор и ансамбль «Надежда». В общем, при желании провести время с пользой в нашем районе и в нашем городе можно в полной мере. Особое внимание Ольга Корякина уделила патриотическому воспитанию молодежи. Значительная часть мероприятий, проводимых общественниками, была направлена на подрастающее поколение. В 2021 году наши ветераны провели 4 урока мужества в школах с охватом 280 учащихся. Большое количество учащихся оправдано тем, что это было на детских площадках. В последние 2 года количество мероприятий, проводимых Советом ветеранов, снизилось из-за пандемии. Но это стало поводом освоить новые рубежи и формы работы. Мы активно осваиваем интернет, публикуем материалы в группе ВКонтакте, просматриваем видео. Практически в каждом населенном пункте есть группы или сообщества в сети интернет, которые помогают нам не только быть в курсе событий, но и активно в них участвовать. О своей работе коллегам рассказали и представители первичных ветеранских организаций. А начальник управления жилищно-коммунального хозяйства представила информацию о работе, проводимой в сельских населенных пунктах. Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко поблагодарил представителей старшего поколения за активность и дал старт марафону «Мы наследники Великой Победы». Дорогие друзья, уважаемые сосногорцы, марафон «Мы наследники Великой Победы» стал уже доброй традицией нашего района. Его цель – оказание адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также осуществление мероприятий по сохранению исторической памяти о войне. В 2021 году вы перечислили на счет благотворительной акции существенную сумму. Из этих средств материальная помощь на ремонт жилья, приобретение бытовой техники и приборов учета, лечебные цели и многое другое было оказано 8 ветеранам. Помощь старшему поколению – вопрос совести и чести для каждого из нас. Участие в благотворительной акции – личное дело каждого. Но я призываю всех жителей Сосногорского района поддержать ее. Я обращаюсь ко всем, кто неравнодушен, кто может и хочет помочь ветеранам. Они нуждаются в нашем внимании и заботе. Принять участие в акции можно, перечислив средства на реквизиты, которые указаны на экране. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию с сотрудниками отдела ГИБДД. Позвонившие интересовались новыми правилами прохождения техосмотра, которые начали действовать в конце прошлого года. Обязательный техосмотр отменен, но не для всех. По-прежнему нужно проходить его при постановке на госучет транспортного средства, которому больше 4 лет, а также новым владельцам при регистрации купленного авто. Порядок регистрации несколько упростился. Предоставляются документы на транспорт, договор купли-продажи на этот транспорт, все остальные документы, такие как, допустим, полис ОСАГО, техосмотр, мы, в принципе, уже не требуем предъявлять от автовладельцев. Это все мы видим по базам, по доступам, которые имеем в эти базы. То есть эту информацию получаем в электронном виде.
Зарегистрировать купленный автотранспорт необходимо в определенный срок. Записаться на эту процедуру в отдел ГИБДД можно через сайт госуслуг. И здесь у жителей также возникают вопросы. Что если ближайшие даты уже недоступны? Сотрудники ГИБДД успокаивают. Главное взять талон, а они пойдут навстречу. У нас есть соответствующие указания по глубине очереди, которые устанавливает порядок не более 5 дней. То есть, скажем, нужно вложиться в эти 5 дней, чтобы принять человека, оформить документы. Вот. Если у нас получается так, что база никаким образом все-таки не получается зарегистрироваться в эти 5 дней, в эту неделю, то человек регистрируется на свободное место, которое позволяет это делать электронная база, и потом уже приходя к нам, мы в порядке, скажем так, в ручном режиме проводим эту госуслугу. Госинспекторы также рассказали о грядущем ремонте дорог по школьным маршрутам. Глава Коми поручил выделить из республиканского бюджета субсидии 17 городским округам и муниципальным районам, в их числе и Сосногорский. Перечень участков и объемы предстоящих работ будут сформированы районной администрацией. Получение субсидии ожидается уже в мае этого года. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Елена Стаканова в Сосногорском отделении скорой помощи трудится уже 20 лет. Эта работа была ее мечтой с детства, и в своем выборе она никогда не сомневалась. Быть фельдшером скорой можно только по зову сердца, уверена Елена Сергеевна. Это не я такая, у нас весь коллектив такой. Мы маленькие, 15 человек выездных фельдшеров, но фанаты все полностью, на работу бегом, лишнюю смену бегом. То есть случайных людей на скорой нет точно. Более того, работа на скорой вызывает привыкание, уверяет Елена Сергеевна. И она сама, и многие ее сотрудники уходили за более высокой зарплатой, однако в течение полугода возвращались на прежнее место. Мы видим плоды своего труда сразу, не отходя от постели больного. То есть вот ты приезжаешь к человеку, который при смерти, ты его осматриваешь, оказываешь ему помощь, вытаскиваешь с того света, привозишь в больницу, а потом через какое-то время он идет в магазине и говорит: ой, здравствуйте, представляете, все в порядке. И вот, наверное, круче этого адреналина нас, в принципе, на скорой, наверное, это самый мощный фактор, что держит всех. Разумеется, труд этот весьма специфический, и работать на экстренных вызовах сможет далеко не каждый, отмечает старший фельдшер. Нужна самоотверженность, искреннее желание помочь, которое идет от самого сердца, и, конечно, крепкие нервы. Человек должен быть очень уверен в себе, очень быть квалифицирован и знать, что в любой ситуации он найдет выход и сделает правильно, и готов взять на себя ответственность за любое свое действие. Мы работаем постоянно с горем, со смертью, с такими ситуациями, когда нужно и психологическую помощь оказать, и медицинскую помощь оказать. Но важно оставаться человеком в любой ситуации. Благодарность пациентов и их родных – это очень приятно, но фельдшеры ее не ждут. Бывает, люди воспринимают спасение жизни как должное, а некоторые даже жалуются, что работники скорой не надели бахилы, были неделикатны. Тут надо помнить, что главная задача фельдшера – как можно быстрее добраться до пациента и реанимировать его, ведь часто счет идет на минуты. У нас фельдшер есть молоденькая, женщина прямо на вызове, она была одна, мы работаем по одному, понятно, дефицит кадров, она поехала, там повод к вызову был какой-то рядовой, а оказалось, что там инфаркт, женщина дала остановку сердца, клиническую смерть, она одна, в 2 руки, сердце завела, больную госпитализировала, больная выжила и пришла сюда вот с таким тортом. Также не стоит раздражаться из-за вопросов, которые задают при вызове по телефону. На дежурстве 3 бригады, вызовов обычно больше. Диспетчеру необходимо решить, куда прежде всего направить медиков. Все вопросы регламентированы, а записи разговоров прослушивает старший фельдшер. Каждую неделю в Сосногорское отделение скорой помощи приходят школьники. Елена Сергеевна проводит для них экскурсию, объясняет специфику работы. Кто-то из ребят почувствует, что это нелегкая профессия для него, и в будущем присоединится к дружному коллективу отделения, чтобы спасать жизни. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В кадетской школе проходит муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа». В этом году она посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В игре участвуют старшеклассники школ города, 7 команд. Мы в первом этапе провели медицину, историю, медицину практику провели, химзащиту. Сегодня у нас строевая подготовка.
Последним этапом у нас будет эстафета военизированная. Еще последний этап проведем и уже подведем общий итог, кто у нас будет победителем в районе игры «Победа». Команды были смешанные, в каждой по 10 человек. Сначала школьники демонстрировали строевые приемы в составе отделения, перестроение, повороты на месте. Затем 2 случайно выбранных ученика показывали одиночную строевую подготовку, а после ребята выполняли команды капитана в движении. На этот этап игры каждая школа отправила тех, кто лучше проявил себя. Мы в школе готовились к этому мероприятию, маршировали классом, и нас выбрали на участие в этом мероприятии. Сплочает коллектив, заставляет развивать такое коллективное мышление, чтобы могли действовать вместе. Выступлением вашим ты доволен? Вполне. В жюри преподаватели и руководители кадетской школы, представители управления образования и отдела МВД России по Сосногорску. Они оценивают выступления команд по бальной системе. Лучшие в строевой подготовке традиционно кадеты, ведь это одна из ключевых дисциплин в их учебной программе. Победители муниципальной игры «Победа» определятся после эстафеты. Занявшая первое место команда отправится в Сыктывкар защищать честь района на республиканском этапе. Он состоится осенью. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На сегодняшний день заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Республике Коми, конкретно в городе Сосногорске, как и во всей Российской Федерации, снижается. За прошлые сутки у нас было выявлено всего 3 человека, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю 26 человек. За весь период эпидемии в городе Сосногорске, конкретно прикрепленное население к Сосногорской центральной районной больнице, переболело 9,5 тысяч человек. На сегодняшний день о чем может говорить такое снижение заболеваемости? Только о том, что очень большая часть населения все-таки вакцинирована и уже ревакцинирована против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день по городу Сосногорску вакцинацию и ревакцинацию прошли 25 тысяч человек. Поэтому так же, как и в прошлые года, продолжается большой уровень заболеваемости среди лиц старше 60 лет, то есть лица пожилого возраста остаются более подвержены заболеванию новой коронавирусной инфекции. Болеют они чаще в осложненной форме и чаще попадают на больничную койку, и чаще мы у них наблюдаем летальные исходы. Поэтому мы продолжаем говорить о том, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции необходима. Каждые полгода мы рекомендуем людям вакцинироваться. На сегодняшний день в нашей больнице есть все вакцины, которые зарегистрированы в Российской Федерации, поэтому мы всех вас приглашаем на вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. И еще хочется сразу сказать о том, что несмотря на то, что заболеваемость у нас падает, все-таки не стоит снимать ограничительные мероприятия. Смотрю, люди стали ходить без масок, вести себя более открыто, скажем, по сравнению с другими людьми, заболеваемость, она у нас все равно остается, до конца она у нас не ушла, пандемия у нас на сегодняшний день не завершена, поэтому хотелось бы подчеркнуть, что все-таки, если вы находитесь в многолюдных местах, тем более, если вы лица старше 60 лет, все-таки или беременные женщины, не забывайте, пожалуйста, одевать маски.